Что ты там ищешь? София Мавропола. Мавропола, что-то такое. Мавропола. Салата прислала. Это моя подписчица. Она у тебя подписана под Инстаграмом. Баночка Катерины красной фасоли, сыр российский, тертый чеснок, зелень, укроп, лучок, сухарики маленькие. У вас продаются, не знаю как. Угу. У нас это все есть. Да. Ну, ты сейчас сегодня столько этих салатиков готовишь, что этот уже, наверное, я потом приготовлю. Танзилу сегодня несет с утра. И хочет еще один салатик для нас приготовить. Это, кстати, я фасоль сама не кушаю вообще. Что-то я тебя спросить хотела, почему я не кушаю тыкву фасоль? Это не меня спрашивают, это тебя спрашивают. Ну, может, ты перекормила меня? Нет, Ибрагим не ест, и ты не ест. И с детства не ели. Зато Бах ест. Бахаудин еда ест. Так, И давай. тыкву, и фасоль. Ну, давай теперь. Теперь еще и салат. Как он называется вообще? Ананасовый. Ананас. Салат ананас, без разницы. Ты в этой будешь собирать, Да. да? Ну, Он чуть-чуть слоями? готовим. Да, ты же не любишь. Я не люблю с ананасом, если честно. Подожди, может, большой Но кто из нас, помол кто у сделать? нас его ел хорошо? Маме, по-моему, понравился. Я Да. как-то вам присылала его. Да. И присылала, и ты и готовила, когда, помнишь, мы... Тиффани еще. Как его? По-моему, про Тиффани Валентина писала в этом, с виноградинками. В комментарии. Я успела прочитать комментарий сегодняшнего ролика. Ну, они не любители. Так, подвинь тарелку туда, чтобы было видно. Ее можно, в принципе, сварить грудинку. А, из вареной грудинки, Да, да? со специями. Соль добавлять не Ну, будем. по-моему, вот так вот, мне кажется, тут чуть-чуть притушенное, Лучше. как бы вкуснее. Но если это диетическое, то, конечно, вареное. Майонез чуть сеточку. Соль не будем добавлять. Ой, нет, не надо. Почему-то Тот, майонез, я заметила, соленый. тот салатик был слишком Сюда пересолен. грецкие орехи чуть-чуть. Для меня тем более было. Не то, что там майонез соленый, именно вот этот вот сыр получился у тебя очень соленый. А, голландский? Да. Сейчас, секунду. Некоторые сыры не бывают такие соленые, а этот сыр очень соленый. Так, теперь ананас. Ну, ты не любишь, я знаю, такие салаты. Ну, вкус, как Ты, бы сказать. может быть, там жидкость все-таки сольешь? Я возьму вот так. Ты, Тиффани не понравился тебе? Не, ну вот это сочетание сладкого, соленого не Между мое. прочим, знаешь, у меня как заказывают этот салат? А в последнее время я заметила, что часто заказывают овощной торт, гранатовый браслет и сугроб. Вот гранатовый браслет мне нравится. Сочетание граната и сочетание вот этих всех овощей мне очень Хотя я гранат нравится. ни разу у нас не готовила. А гранатовый? Да. Так я его сама готовила, извини Да? меня. Там готовить нечего. Нет, его часто у меня заказывают. Ну вот сочетание действительно граната и вареных овощей мне нравится. Но вот то, что сейчас ты готовишь, и с виноградом, я не люблю. А мне зато понравилась селедка под шубой. Селедка под шубой тоже вкусно. Мне кажется, это такие, что все эти салаты знают. То вспышка у меня включается, то нет. Ибрагима, конечно, не дозовешься сегодня. И я в этих телефонах вообще Смотрю рецепт сейчас. не профи. Они как расплом встретятся, так все, они ничего на свете не видят, не слышат. После этого вируса память вылетела. Яйцо. Яйцо у нас такого темное получилось, потому что было гусиное, друзья. И мы думали, ну, не знали, сколько его варить. И, скорее всего, Танзила его переварила, мне кажется. Долго варили, мы боялись, что большое яйцо, оно не сварится как бы. Нет, я реально думала, ну, оказывается, нет, одинаково. Ну, в принципе, чуть больше размером, только так же одно и то же яйцо. Все, опять сеточкой. Какая вспышка. Вот, фонарик включился. Угу, сейчас включилась вспышка. 2-3 раза снимала, не включалась. Сыр соленый очень. Мне вот этот сыр получился очень соленый. Не получился, а соленый. Некоторые делают ананас. В смысле? Ну, вот форму ананаса и А, вот да, свежие да. эти. И этими Да, но мы сейчас будем этим грецкими орехами делают они, Да. как будто ананас. Да, я видела.
Вот видишь, сейчас не включилась вспышка. Устал телефон. Я не знаю. Плохой из меня блогер, плохой из меня оператор. Но туда же все равно лезу. Все учатся. Я вообще не люблю снимать. Сейчас уедете, опять будет скучно. Ну, на один день только приехал. Потому что у Расула загруженный график. Во-первых, выпускной класс. Во-первых, у нас борьба. Чем мне ананасики? Я? Ну ты у нас же умница. Чем мне ананасики? Все? А просто для ананасов, наверное, в этом надо было, да? Длинное Да. как-то делать. Ну, я, в И принципе, это так побольше делаю. надо, да? Да. Просто, ну, ты же для нас делаешь. Ну, я такие ананасы сделала. Там уже не делаются так. Как не делать? Делается, по-моему, Ну, из я ореха. не делаю. Просто рук порей. Ну, смотрите. Угу. Мне понравилось. Скромненько, красивенько. Да, на Новый год можно. Так, ну вот, друзья, вот такой вот салатик Танзила украсила, скромненько. Это типа ананасики такие маленькие. Ну, обычно делают в форме ананаса, как Танзила говорит. Ну, это мы просто ананас сделала для нас дома. Мама моя любит именно вот с ананасом. Ей нравится. Ну и Танзила тут нам всем, пока не уехала, как бы угождает. Ну, дорогие мои, теперь Танзила решила уже нас порадовать как бы десертом. Сейчас она будет делать тирамису. И тебе нужно что теперь делать? Взбивать яйца? Да, отдельно все. Ну, рассказывай, что ты Тирамису собираешься это делать. очень воздушный, нежный итальянский десерт. Так, нужно яйца куриные 6 штук. Маскарпоне 500 грамм, сахар 150 грамм, печенье савоярди 250 грамм, кофе экспресс 300 мл, для украшения какао-порошок 2 столовки. И кто употребляет, конечно же, коньяк по желанию в кофе. Но это кто употребляет. Желтки взбиваем отдельно. Мы обойдемся белки, без да, коньяка сегодня. белки отдельно. Здесь нельзя, чтобы попал вообще даже. А яйцо должно быть комнатной температуры, Нет, яйца тщательно моем в теплой воде с мылом. Аккуратно отделяем белки от желтков. Важно, чтобы ни капли желтка не попала в белок, иначе белки не взбьются. Белки убираем пока в холодильник. Они понравятся нам позже. Желткам добавляем сахар. А, ты сейчас желток будешь взбивать. Да, добавляем сахар, взбиваем желтки с сахаром, пока масса не побелеет. На это может уйти несколько минут. Ну, взбивай, давай. Так, все уже, да? Да. Масса взбилась. Теперь дальше. Аккуратно перемешиваем желтки и маскарпоне лопаткой до однородного состояния. Перемешивай. Ты когда-то делала, я помню. Давно. Видишь, какая густая. Ты профитроли учила, когда в кондитерской? Ой, как я люблю их. Вот что я из сладкого люблю. Тебе нельзя. Ой, ой. Маскарпоне добавляем. Все надо добавить? Нет, я не буду, чтобы мне кажется. По рецепту все? По рецепту все. Ну, добавляй тогда. Там написано, если крем жидкий получится, то это от сыра. А, ну тогда не сразу, может, добавишь? Нет, он хороший сыр, свежий. Ложку положи туда. Нет, давай ложку лучше. Миксером нельзя перемешивать. А, тебе просто лопаточку деревянную нужно было взять. Да. Так,
Опусти ты. Вот. Нет, проверка белков хотела сказать его. Все взбила он, да? Расул, убери это. Снимаем. Ты разве не в семье блогеров? Сюда, аккуратно. Есть, Расул. Аккуратно перемешивай. Тут двигай туда. Вот так. Не перемешивай. Так, пока ты перемешиваешь сыр маскарпоне с яичной как бы смесью, да, желтком, желток взбитый. Это желтое, потому что яйцо домашнее, очень желтое. Они у меня едят как раз кукурузу, поэтому такое. Так, ты сейчас будешь взбивать белки, да? Тоже до густой пены? Да. А, я вытащила. Сейчас, минутку. Добавить щепоточку соли и взбивать, короче. В одну сторону, наверное, надо. В одну. Вот так. А почему в 3-литровую банку? Не будет жирно? А фарево? Так, теперь печенье ты обмакиваешь в кофе. Да. Кофе не хватит. Расул, а ты будешь готовить ему кукурузный хлеб? Сыскали туале? Ай, ханана сыск. Ханана сыскали? Ибраш, скажи быстро, кофе сварить. Когда настроение, да? Ибрашка просит вас сделать кофе. Быстро. Бариста. Но ей еще не хватило. Доставай кастрюлю. Кастрюлю, да? Танзила в кастрюлька как этой варила кофе. Ибрагим так смеется с нее. Турку не нашла. Фестиваль, Ибрашка. А, ты сейчас кремом смазываешь, да? Ибраш, вставай давай. Обучай тур. В комоде, Ой, наверное. не надо тебе турку, возьми кастрюлю. Ты хочешь, чтобы я придал всей своей традиции кофе? Левым джабахур, да. Фестиваль. Фиер, Ибрагим, давай быстрее. Боже, вот вы вместе, когда вы вместе, это что-то. Так, теперь второй слой, да, уже накладывается после крема. Давай. Так, все. Танзила все жалуется, что крем у нее желтый. Но это от домашних яиц, поэтому. Ой, запах кофе. Я сказала, что они могут туда добавить. Что? А, это же отметка. А, Да. да. Коньячок. А сюда? Сейчас я поменяю. В холоде должен простоять. И еще эти домашние яйца жирные. Угу. Они сейчас тем более у меня же, потому что едят чисто кукурузу, но я завтра приготовлю обязательно мешанку, добавлю эту макуху, добавлю то, что премикс. И будем смотреть. Хотя сегодня я уже, по-моему, сколько? 10 было яйцов. Яиц я занесла. А я же тебе говорила, у меня все курицы подохли. А у Танзилы подохли все куры. 50 штук за 2 дня. Неизвестно от чего. Они не сидели такие там грустные, печальные? Нет. Ничего, сразу? Нет, просто падали с этой, как они обычно на дерево садились.
Утки остались. Так, и теперь какао, да? Ну да, как-то желтое не так смотрится, конечно. Я говорю, просто я забыла яйца делать. Думаю, Ну вот, тирамису тоже готово. И десерт наш готов. Я же говорю, хорошо, что Танзила не живет с нами. А то бы мы тут все были, наверное, как хомячки, как Винни-Пухи. Красота. Ну, где-то через полчасика же можно его? да. Ну все, за это время немножко разойдется, что мы поели, и будет место для десерта. Мои дорогие, конечно, сегодня, как Танзила пишет в комментариях, у нас сегодня танец живота, это однозначно. Уже 12 часов ночи, а мы с Танзилой решили и приготовить, и поесть салат «Цезарь». Ну, дело в том, что, друзья, я не ужинала ни голубцы, ни тот салатик, что Танзила готовила, как он у тебя назывался, это с помидорчиками. Баварский. Баварский я не ела, ну, чуть попробовала, чуть-чуть сухарики, но не ела его. И я все-таки проголодалась, потому что суши, эти роллы мы ели где-то в 2 часа дня, а сегодня мы с Танзилой никак не уляжемся, хоть и по телефону общаемся, нет-нет, но все равно и с Мадиной, и с Аишкой видеосвязь у нас сегодня, и все вместе. Короче, я проголодалась, и мы решили сделать, Танзила решила сделать салат «Цезарь». Так, это значит пекинская капуста у меня была, это грудку Танзила жарила, и поставь. Будет делать как бы соус к этому «Цезарю». Тут у тебя чайная ложка горчицы, но она не такая уж, вообще не острая. Да. Я просто обычно дома готовлю, но сегодня не было, и мы купили. Ложка столовая сметаны, чайная ложка горчицы, и где-то столовая же ложка будет этого майонеза. Мало можно? Нет, добавь майонез, добавь, просто ложки 2, больше майонеза уже добавь. Это твой соус. Да. Вообще, по-моему, в тоже, принципе, да? чуть-чуть чесночок, но мы сегодня не будем, все Перец равно ночь, чесночный. и чесночный перец добавим. Все? Все. Черри помидоров. Три магазина рядом с нами. Ни в одном из магазинов Ибрагим с Расулом не нашли черри помидоры. Ну ничего, на кубики сделаешь. Ну как тебе? Может, сметаны еще чуть добавишь, если хочешь. Нет, майонез. Майонеза. И чуть-чуть этого. Вообще-то в реалити чеснок было бы намного вкуснее, но сегодня не надо. И в баварском чеснок был. А баварский я и не так просто ложечку, может быть, поела и все. А и сверху сейчас майонез. Мы вот в кафе мешали, если честно, перемешивали все. Просто он стоять должен, поэтому. Полностью перемешивать? Да. С креветками делают. Интересно, какой у них вкус? Я вообще креветки не ела. Я же, по-моему, жарила один раз. Мы в кафе не заказывали «Цезарь»? Нет. Ну, помнишь? С морепродуктами нет. Что мы там? Вот такой «Цезарь» заказывали. Что-то там не заказывали, не понравилось тебе. Как это называлось? Ризотто. Ризотто. Ну, сколько денег потратили. Гордон Рамзи так готовил этот ризотто, что я его так хотела поесть. Танзила меня и мою сноху пригласила в ресторан, но мне это ризотто не понравилось, если честно. А когда он готовил, мне казалось, что это так вкусно. Так, ну вот Танзила нарезала помидорчики, потому что, как я сказала, черри нету. Ну, иногда Танзила делает с перепелиными яйцами. И я не хочу яйца, тем более на ночь. И перепелиных яиц у нас тоже нет. Ну и сухарики. И сыр, конечно, еще. Угу. Ну
Ну и последние штрихи это сыр. Хватит? Насыпь, что ты его жалеешь? Еще? Ну, пока хватит. Изящно. Сверху не будем взять. Угу, по краям просто положи. Ну вот все. Сейчас точно будет у кого-то танец живота. Да. Так, мои дорогие, доброе утро из Дикхюша. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Танзила решила, вчера я вспомнила, ну, салатницу увидела у меня хрустальную, старую мою. И что-то мы заговорили, я говорю, в ней раньше, я говорю, подавали оливье. Она говорит, ой, мам, я что-то захотела, давай я сделаю. Я говорю, ну давай, делай. Короче говоря, у меня еще и заказ сегодня. И туда положу, и мы поедим. Так что Танзила уже нарезала все. Ну, друзья, банальный оливье никого не нужно, как бы никому не нужно объяснять. Танзила решила из вареной колбасы его делать. И все это уже накрошила. И будет готовить. Я тебя снимаю. Да, ты не мотай головой, можешь поздороваться даже. Доброе утро. У нас вчера остались голубцы и перчики немножко поставили тоже разогревать. Будет сытный завтрак, да? Да. Вообще-то я, по-моему, лет 100 не ела, наверное, оливье. Почему мы же готовили недавно? Давно мы не готовили оливье. Когда? А, я на Давно. заказ, я просто забылась. Здесь у нас давно не готовили. Что? Майонез теперь. Мы во все добавим майонез. Вообще-то и Джабраилу на работу отправим в контейнере, так что давай. Пускай будет. А сколько чего, я даже не знаю. Ну, пропорции, что из чего ты Ну, как ты готовила, говорила, мы в картошка, описании. морковка одинаковая. В описании напишем, короче говоря, что к чему. Да. Да, в принципе, писать не надо. Кто не готовил оливье? Кто-то из мяса, кто-то из колбасы. Я, например, люблю из колбасы. Ой, из мяса. Я не люблю из колбасы, тем более из вареной колбасы. А, я не люблю. Нет, я не люблю. Я вообще не люблю куриную колбасу. Соль, перец и все. Только не соли, то мы тот салатик, друзья, я там написала в описании, Жашу попросила, не в описании, а на поверх. Тот все-таки сыр был еще соленый, даже сильно соленый. И соли много было, так что соли поменьше. Во-первых, я сама ем не очень соленое. Тебе не кажется, что колбасы много? Нормально. Главное, яйцо гусиное. У меня куриных яиц не было. Было почти целая чашка гусиных яиц. Добавили туда гусиное яйцо. Так, зелень не добавляй. Нет? Не, при подаче будем зелень Но добавлять. я хочу. Ну, положишь куда-нибудь сюда? Ну, принеси эту мою хрустальную вазочку. Так, ну вот, девочки, вот такая вот у меня хрустальная как бы ваза, не знаю, что это, чашка. В ней мы раньше подавали на стол. Чашка маминой молодости. Как ее? Оливье. Вот. Да? Чашка маминой молодости. Ну, не чашка, как вообще она называлась уже? Хрустальная, ладно, не знаю. Ну, ваза. А, это чистый же хрусталь. Что-то такое, не знаю, короче говоря. Но ей уже лет А ты кружки показывала? 40-45, нет. Они сохранились? Я точно не помню. Твои самые любимые 2 кружки. Им вообще я не помню, сколько лет. Их мама еще, по-моему,
с Казахстана привозила. Я их завтра обязательно найду. Надо поискать их. Но там золото стерлось с них, конечно. Почему они тетя Анзель очень... Нет, они сохранились. Блюдца разбились, по-моему, а кружки блюдца были. были, а блюдца я вообще Да, не там помню. были большие блюдца с ними тоже. О, смотри, как красиво смотрится. Чистую ложку. Вот так. Ну, на холод я поставлю, а вечером уже мальчики будут есть. И Джабраилу немножко, и заказ немножко. Как раз немного получилось. Станислава боялась, что этого много. Немного положу в заказ. На двоих мне просили. Половину как раз за заказ хватит в контейнер. Это мы поставим в холод. Танзила не удержалась, пошла за этими кружками. С ними были большие блюдца такие, девочки. Этим кружкам, я вам скажу, лет 45. Она не привезла из Казахстана, я вспомнила, их покупали у нас в Осетии. 45 однозначно. Вот этим вот кружкам. С ними были, я повторюсь, большие-большие блюдца, вот такие, как эти кружки. Просто видите, вот это вот золото все-таки стерлось у меня, когда мы их чистили. Кто-то мне их чистил, белизной получилось вот это вот дело. Ну да, хлорка, белизна. Кто-то был в гостях из девчонок, племянниц. Вот. А так вот такая вот красота. И Танзила знает, что я их люблю, просто из-за того, что... Почему, говорит, они тебе достались? Ну, мама мне их подарила, когда я вышла замуж. Я говорю, потому что я любимая дочка была. И нашла еще вот такую вот хрустальную нашу, как бы, вазочку для салатиков. Тоже сюда мы тоже когда-то клали винегрет, оливье. Ну, вот такие вот салаты, которые собирались. Вот так вот. Сегодня такие вот воспоминания. Так, ну и вот этот салатик. Красиво смотрится. Вот тут уже успел снежок выпасть, пока я дошла до магазина нашего. Вот, друзья, пришла я с магазина, запыхалась, конечно. Ой, честно сказать, сумки тяжеленные. Просто на такое расстояние вызывать такси как-то мне тоже стало неудобно даже, но пожалела, что не вызвала, потому что действительно сумки тяжелые. Сейчас я из пакета вытащу, чтобы не шуршать. Ну и просто покажу вам, что и как. Так, ну и вот, друзья. И как я сказала, это, друзья, у меня заказ. Мне сказано купить, ну вот, примерно то, что я купила, отварить курочку, сделать галушки и нашу картофельную подливу и бульончик и отправить. Вот, смотрите, что я купила. Мед 550 рублей, вот такая вот баночка. Сказали, что он чистый, не знаю, поверим на слово. Ну вот, как видите, мандарины, ананас 320 штука, соки вот такие вот, йогурты, сыр вот такой голландский, сметанку, конфетки вот такие вот. Вот. Медовик, пол медовика вот у нас вот так вот продают по половинкам. Свежий, только сегодня завезли в магазин. Вот такие вот конфетки Рафаэлло. В пакетиках чай. Ну, вот такие вот мини-краусаны. Это к чаю все было сказано купить. Значит, свежие огурчики, свежие помидорчики. К сожалению, что как... 170, я знаю, что стоит помидоры килограмм. Виноград, груши, яблоки, мандаринчики и вот такая вот хурма. И вот эта вот покупка мне обошлась 4700 рублей. 796 рублей, да.
Ну, 4800 примерно вот обошлась мне вот эта вот покупка. И сейчас мне надо еще приготовить курочку. Деньги, опять-таки, вы, наверное, вам надоело, что я говорю, но мне даже стыдно. Вот я не думала, когда набирала, что это все так обойдется. Мне даже стыдно озвучивать эту сумму, что вот, ну вот сами видите, в принципе, ничего, а 4000 денег. Вот так вот, друзья, сейчас быстренько пошла готовить. Так, друзья, собрала я заказ, отварила курочку, сделала галушки тоже, но я не стала вам пока поснимать, показывать, как это все будет, ну, как я все это делала, потому что я немножко как бы ограничена во времени. Смотрите, так, ну, вы видели, как делается салат, положила сюда, сейчас закроем контейнер, вызвала такси, так, эта работа делается у меня, друзья, как бы машины, если бы у меня была машина, это было бы вообще здорово. Ну, может быть, как-нибудь я к этому приду. По тарифу такси, короче говоря. У меня сегодня и этих контейнеров мало. Не получается, потому что, ну, я не знала, что будет заказ. И пока же не брала, как вы знаете. Сейчас отправлю заказ, может быть, понемножечку и вам объясню кое-что. Так, сейчас положим сюда галушки. Галушки у меня из кукурузной муки. Вот. И если я сейчас скажу, куда, зачем, начнутся комментарии. Ну, вот заказ у меня. Я принимаю заказы. Вот уже такси. Да. Да-да. Михаил. Ага, сейчас 2 минуты сахарю. Так, машина уже. Так, ну сюда, наверное, зелень не надо, мне кажется. Вот для этой курочки у меня нет большого контейнера. Конечно, было бы желательно положить ее в контейнер. Но сегодня я ее положу вот так вот в кулек и оберну в фольгу. Дело в том, что мне сказали, я не знаю, мы в этом, как его, в кафе фольгу оборачивали. Но сейчас говорят, что это, ну, не есть хорошо, как бы, да? Ну, раз говорят, будем придерживаться этого. Ну, курочку я немножко остудила, она не в таком горячем виде. Поэтому кулечек ничего. Курочку не обязательно в горячем виде. Это бульон и подлива картофельная у меня в горячем виде. Так, сейчас отцеплю микрофон. Так, ну вот, налила я, значит, бульончик в баночку. Вот так вот. И налила подливу нашу картофельную тоже. Сейчас оберну курочку тоже в фольгу. Она не горячая, конечно. Ой, тепленькая. Ну, пусть все равно будет скользить. Вот, когда торопишься, всегда так. Просто хочется же, чтобы, раз говорят, горячее блюдо отнести, чтобы было оно горячее. Поэтому, когда вызываешь такси, прямо уже когда такси приезжает, машина приезжает, тогда хочется отдать заказ. Так, надеюсь, было слышно. Может, я повторюсь, но у меня микрофон был не прикреплен, я поэтому скажу. Все-таки хочется, когда заказ идет горячего блюда, чтобы прямо вот как только приедет такси, чтобы, ну, разливать, накладывать что-то. Поэтому вот так. Коробка нужна. Вот, ну, этот заказ, в принципе, у нее такой, можно сказать, не знаю точно сколько раз, но несколько раз точно надо будет сделать, потому что деньги уже переведены на мой счет. И поэтому завтра я обязательно поеду, куплю упаковку и коробки достану, чтобы все это ставить в коробках, потому что сейчас таксисту надо будет 2 раза по-любому зайти и
занеси. Ну, я договорилась, я так позвонила им, сказала, что мне вот именно у меня вот такой вот специфический заказ. У меня доставка с курьером, чтобы он зашел и занес куда нужно. Не буду говорить куда. Так, давайте-ка я, наверное, эти банки все-таки в кулечки, чтобы они... Даже, может быть, в пакет еще один. Так, наверное, шуршание будет противно. Вы меня простите. Так, ну вот, мои хорошие, я все запаковала. Ой, штатив шатался. Значит, вот, смотрите, получилось у меня аж 3 сумки. И мне написать надо было, что это от кого-то. Сейчас положу листик туда. И все. Вот так вот, друзья. Ну, потом, наверное, выйду с вами на связь, поговорим. Друзья, как вы видели, я все-таки заказ отправила, попила чаю, зашла, посидела немножко в телефоне. И пришел уже Ибрагим. Думаю, давай-ка я говорю, докончу мысли в своем ролике. Я не рассказала, что и как. И не знаю, как его назвать. Мы его никак. Мы же его не назвали. Хатику. Хаки. Что? Хатику? Хатика? Ну типа вот она немножко похожа на Хатика. Не знаю. Может, назовете кто-нибудь его. Хатика. Оказывается, назвали. Пришла, сама села ко мне. И, друзья, о чем я хотела сказать, наверное. Если что, в принципе, может быть, я даже хочу сделать из того, что вот типа такого сегодня сделала, какой-то маленький бизнес для себя, что если будут заказы вот такие вот, не только готовой еды, но и доставки любой продукции, чего вы хотите по вашему усмотрению, мы можем связаться по WhatsApp и, в принципе, показать, вот что есть, ну, какие предпочтения, кто что хочет, куда купить, что купить. И эту услугу я могу для вас сделать. Это делается для тех, кто, если кто-то будет задавать вопросы, кто живет далеко, что не в нашей республике, но хочет, чтобы родственникам, там, знакомым, друзьям, кому-то что-то отвезти, подарить, купить. И если хотите, я согласна на такие как бы вещи. Уже 3 человек, с которыми я практически постоянно контактирую, они меня заказывают, я им доставляю, не всегда снимаю. Вот. Им иногда даже без готовой продукции, иногда даже бывает то, что вот купить там на рынке, купить в магазине что-то, купить, упаковать и отправить. Так что, если кого-то интересует, можете мне писать. Будет сделана доставка. Как я сказала, доставка по тарифу такси. Ну, остальное мы тоже переговорим как бы. На этом я сегодняшний свой влог закончу. Собрала я со вчерашних, со сегодняшних с Танзилой наших приготовлений сегодняшний мой ролик. И комментарии читала. Большое спасибо всем, что вы пишете, что Танзила красивая, дети красивые. Ну, все эти комментарии я еще не отвечала, вы простите, потому что вчера действительно у нас был какой-то дурдом, вот, сидит, зевает, они, по-моему, вы вообще хоть легли вчера? Эти двое вообще с ума сходили, я не знаю, что это было, и Джабраила разбудили, черти что, короче, но все-таки было весело, мы и бабушку растормошили, и с ней смеялись, и они над ней как бы подшучивали. У меня даже телефон из рук падает. Вот так, он настолько хочет спать, что даже телефон из рук. Короче говоря, вчера действительно у нас был хороший, позитивный, веселый день, что даже до сих... Ну, у меня какое-то такое приподнятое настроение, по идее, что вот... Алхамдулилла, все хорошо. Я надеюсь, у вас, у всех тоже все хорошо, будет хорошо. Пусть будут все ваши близкие живы и здоровы, чтобы мы были действительно счастливы, чтобы у всех
мам были дети здоровы, чтобы у детей были мамы здоровы. Всем вам мира, добра, благоденствия. Ну и вот как-то так у меня сегодня.